Я все время вам говорю, вы, кто-то меня слышит, кто-то нет. Думаю, наконец-то Александр Генрихович займет правильную позицию в правительстве, что, ничего страшного, в Витебской области все хорошо. Цитата от Турчина. Не все хорошо. Там катастрофа может быть завтра. Я привожу часто пример с падежом скота. Коров и телят. Давайте дальше посмотрим. Вы же во втором, третьем колене, а кто-то и в первом, крестьяне, деревенские люди. Если нет коров, нет телят. Но если нет коров и телят, Горлов думает, что будет? Не будет ни мяса, ни молока. Понимаете? Опять 90-е годы. Конечно, они уже не будут. Но вы должны помнить, что происходило, Наталья Ивановна, в 90-е годы, когда есть было нечего, и мы с тобой любовались, и Сергеенко рядом с нами на голые полки. Но он был генералом, ему там, может, что-нибудь и перепадало. Тогда еще капитан. Может, и тебе ты начальником там была. А я это помню, присаживайтесь. Поэтому нельзя этого допустить. И мы констатируем сегодня, что эту проблему мы не решили. Это не только Герасимов вреднючий этот информирует меня. Мы с вами имеем единую точку зрения, что с падежом скота мы не справились. И всякие пустые разговоры, что там неправильно учитывали, что там населению что-то отдавали, передавали, рубили, косили и прочее. Эту болтовню бросьте. Оцените правильно ситуацию, кто не оценил, но она для меня понятна.